Друзья, долгое время в Якутске автолюбители зимой ставили автомобили в теплые гаражи. Но с развитием новых технологий, появлением новых материалов, очень сильное распространение получили так называемые гаражи Наташа. Вот вы видите за моей спиной. И, можно сказать, это уже взяло такой массовый характер. Но, как говорится, прогресс не стоит на месте. И сегодня мы находимся около одного замечательного строения и переговорим с его автором. Это мобильный портативный гараж «Игнатий». И собственной персоной Александр. Александр Заболоцкий. Всем здравствуйте. Тут меня утром проснулся звездой и попросили, говорит, дай интервью, говорит, расскажи немножко о своем гараже. Гараж выполнен из картона. Сначала был задуман как обычная непродувайка, чтобы не выдувало тепло из автомобиля, потому что у нас здесь двор такой, что ветра постоянные, как бы. И получилось, вот такое строение. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Давайте осмотрим. Никакие дверные ручки я не устанавливал, потому что смысл какой? Я не думаю, что там мне разобьют окна или своруют инструменты, которых там нет. Перебивочка такая, там, другой гараж будет. Вот. Слушай, наверное, всех интересует, во-первых, бюджет данного строения. Сколько ты потратил на это денег? Я потратил на это денег, как тебе, 0 рублей. Я вот не могу вспомнить вещь, которую я купил для этого гаража. У меня просто все было. Это все мусор, это все никому не нужные вещи. Я просто собрал их в один комок. Все. Вот. Если обращаться к прошлому, то вот эта барбитура мне обошлась то ли 14, то ли 15 тысяч. Это было 3 года назад. Не знаю, можно считать, нет? Вот шланг купил там, но он тоже у меня был. Все, больше тут ничего. Остальное все, что валялось под руками, под ногами. Это обычный профиль, потолочный говорю. Мебельный профиль, когда-то было мебельное производство, осталось много всякой бяки, ее выкинули, я забрал, из него попилил. Он слабенький, но для такого гаража хватает. Это картон, обыкновенный картон, откатные ворота, это в частности от откатных ворот я занимался, строил. И оставалось много картона, я, собственно, его забрал. Все, вся любовь. Снег тоже достался бесплатно, как утеплитель. 1350 рублей. Изовер теплый дом для того, чтобы проложить под низ, но и то это остатки от того, что я протягивал машину, утеплял. Все. Так, я думаю, сейчас многих интересует, как машина вот в таком виде может выехать из гаража. То есть я вижу, что здесь автодело, это в смысле мобильный гараж. И как это происходит? Давайте попробуем, я попробую показать, потому что я только вчера, собственно, вот этот вот апгрейд сделал. Я сам не знаю, как это, может быть, это будет не идеально, но давайте пробовать. Кстати, вопрос. Сейчас уже на улице минус 30 по ночам, да? Да. Сколько раз за ночь заводится машина? Вчера я загнал автомобиль в 8 часов 25 минут. Температура двигателя была 56 градусов. Температура в салоне была минус 2. Я до этого ковырялся, тут она стояла заглушенная. На улице было 27 градусов. У меня машина завелась в 6 часов 30 минут утром только первый раз. Вот, а прогрев стоит на минус 9. Угу. Вот. Слушай, ты такую статистику идешь прям по минуту. Я хотел подумать, целесообразно это или потратил я время впустую. Это же интересно как бы. Ну да. Начинаем? Давай. То есть в чем заморочка? У меня машина с багажником, с багажником из-под Наташи просто так. Привет. Просто так не выедешь, и пришлось сделать твердое рельсообразие, чтобы можно было заехать. Будем пробовать. Труба? Труба. Нет, не трогай мою трубу, это моя труба. Труба прячется. Недавно было фото, кто-то с трубой ехал. Тут есть специальное место для трубы, да? Да. Все продумано. Почти все продумано. Вот с этим моментом я еще не разобрался. То есть выворачивает зеркало, цепляется за одеяло.
Ну, я думаю, это небольшое зло. Ты можешь С этим- туда заезжать и складывать. А как я буду видеть, что происходит сзади? Вдруг на меня нападают? Ну и пока гараж открыт, я уж думаю, всем будет интересно посмотреть, что там внутри. Мне самому интересно. В интернетах ходят много, ну как бы идут комментарии, как ни крути, люди говорят, говорят, вот идиот. Полыхнет, говорит, кто-нибудь бросит бычок или спичку, говорит, и хана его гаражу, будет жара. Ну, в ответ на такое я вам скажу, а вы пытались разжечь костер картоном летом? В обычную ясную погоду разжечь костер картоном? Наверное, нет. Потому что, чтобы разжечь костер картоном, его нужно разорвать на тоненькие составляющие, поджигать и разводить костер картоном, только матерясь, то есть по-другому не получается. А теперь, кто-нибудь пытался развести костер картоном зимой? А развести костер картоном зимой и еще при ветре, который у нас здесь постоянно. Я думаю, что это очень сложно. А учитывая то, что я его не доделал, я его еще водой оболью со всех сторон, чтобы даже тот, кто специально будет спички кидать, у него ничего не получилось просто. Ну вот, здесь развешено одеяло. Есть небольшое пространство для того, чтобы я выходил, собственно, из своих казематов, да, спокойно. Без проблем. Двойной слой картона, чтобы не продувало, не было дырочек. Ветра тут нет, это точно. Как показывал в своем видео, здесь лежит изовер для того, чтобы уменьшить теплопотери в землю. Опять же, суждение, кто-то говорит, какой же ты дурак, потому что положил картон типа под двигатель. Скорее всего, опять намекает на на пожароопасность, да. Температура загорания, возгорания картона различного от 248, насколько я помню, как бы у 231 градусов бумаги, то там до 500, короче, в зависимости от того, чем пропитан картон. Здесь у него лицевая сторона пропитана какой-то барбитурой, это не простой картон, как бы это упаковочный. Вот, потом автомобильный клиренс, потом идет автомобильная балка, и после балки начинается коллектор, который нагревается от 500 градусов, 900 градусов, он может воспламенить. То есть вот до коллектора, вот оно расстояние полное, вот так вот, допустим, да? А эта подложка, она вот она у меня, вот толщины 5 сантиметров, еще колесами пригибается. Ну, чтобы пройти 500 градусов вот до сюда вот и зажечь картон, это как бы нужно постараться. А двигатель, он нагревается до 100 градусов, он не нагревается, значит ты дурак с неработающей системой охлаждения, как бы как так? Ну то есть несколько дней я так стоял, у меня здесь даже пожелтений как бы никаких нет. Какое возгорание? Вы что, люди? Все отлично работает. Ну, да, конечно, не без потерь тепла, но в целом вот такая вот, собственно, штука. Слушайте, ну как видите, Александр уже очень подготовлен, заряжен вашими комментариями. Планируется ли линия производства для изготовления данных гаражей? Да, данный прототип имеет статус Игнатий 1.0, если не Игнатий 0.8, то следующий гараж он будет уже далеко не такой формы. И действительно, это будет массовое производство. И на данный момент, думаю, подарить его человечеству или сделать на этом бизнес. Потому что бюджет, опять же, будет минимальный, мусор, а востребованность будет неплохая. По сравнению с гаражом Наташи будет себестоимость в разы меньше. Единственное, что оборачиваемость будет быстрее портиться, он будет быстрее немножечко. Я подумаю. Но продолжение имеет место быть. Ну все, мы желаем Александру хорошо перезимовать. Нет, спроси меня, как я до такого додумался. Да, кстати, Александр, а как вы до такого додумались? Ну, примерно вот так это было. Озарение? Да. Ну что, пожелаем Александру хорошей зимовки, удачи на дорогах, ну и, конечно же, оставляйте поменьше гневных комментариев. Всем привет! А если кто-то захочет украсть мою трубу, вон там вот камера. Golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow, cause we're